Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Хочу сказать, что судьба испытывает меня со всех сторон, и это уже слишком. Я и так тону в долгах, и мягко об этом вам поведала. И вот вы откликнулись. С благодарностью сказала я. И буквально через день новое испытание блокирует единственную карту Тинькофф, а перед этим карту Озон. Как вы думаете, поверить в совпадение? Это звенья одной цепи. Спасение держится на благотворительности, на пожертвования, а это не угодно. Надо заставить нас не спасать, загнать нас в угол, создать условия, чтобы мы сами пришли к выводу лучше сдохнуть, чем истязать себя на паперти без средств к существованию. Вот что мы сейчас имеем. Да, я успела ночью разослать 180 тысяч благодаря вам понемногу, кому на лечение, кому на лекарства, на корм. Но это только малость. Сейчас, пока декабрь, так хотелось закрыть долги, хоть часть. Карты заблокированы, границы закрыты, пристройства отсутствуют. Это как бы не про людей. А я в западне, в землянке. Что остается делать? Не паникуйте, представьте, как тяжело и ответственно мне, но нельзя падать духом. Они живые, и они не смогут без нас. Пожалуйста, помогайте. Новую карту здесь мы размещаем. Друзья, все ваши пожертвования пришли, и я все их смогла снять с карты. И эту функцию не заблокировали. Поэтому не переживайте, ни один рубль не пропал. Сейчас решаю вопрос, какой картой буду пользоваться. Пока точно не своей. Карту здесь размещаю. Свои пожертвования вы можете отправлять на новую карту Натальи. Это моя помощница. И карта находится у меня. Друзья, вот такие трудности, надеюсь, временные. Вопрос с картами решаю и в ближайшее время думаю, что решу. Теперь о самих спасениях. Конечно же, все эти дополнительные неурядицы отнимают время от дела спасения. Но что теперь, не спасать вообще никого? Но уже есть спасенные за эти дни. И назад их в ППЖ сдать – это преступно. Вы переживали за тех, кого я показывала в прошлых роликах. И на них откликнулись люди. Шоколадную девочку вытащили из ППЖ, и не зря. Оказавшись в тепле, она сразу же родила. Щенки не выжили. Собака истощенная, прозябала в ППЖ в стрессе, поэтому неудивительно. То в одном, то в другом вольере ее перекидывали. Ее берет на кураторство наша подписчица Наталья, за что ей огромное спасибо. А мы должны оплатить ее дорогу и стерилизацию. Назвали пока ее Кора. Самолет очень скоро, и очень нужна этой девочке помощь на перелет и прочие расходы. Друзья, я просила найти ту собаку, что стояла рядом с шоколадной девочкой, ту палевую, помните, с висящими слюнями от ужаса, но ее не нашли. Вы спрашивали меня в личку, вот я вам сейчас отвечаю, ее не нашли. Но там оказался песик, который не спускался с будки много дней, боялся подойти к еде, и на голове была запекшаяся кровь. Видимо, цепанули за то, что попытался слезть с будки и что-то пожевать. Я не смогла пройти мимо. Несчастный он и очень трепетный. Не дают поесть, терпят голодные на будке, смотрят на тех, кто ест внизу. Ну что тут скажешь? Не забрать? Так же исчезнет, как тот со слюнями. Собаки его обижали, да? Вот так, лапку еще даю. Я когда кормил, я постоянно стоял, смотрел Да, за ним. да, красавец. Вот лапку дает, лапку. А назвала его Гриша, Гришутка. Пусть будет так. И уж если спасать несчастных, тощих, настрадавшихся, чудом выживших, то хочу рассказать о двух мамках. Это две сестры. В конце лета они в одно время родили. На одной улице, в разных концах.
и растили своих красивых, здоровых бутузов. Опекали как могли, всегда были осторожными, и щенки возле них. Укрытия от дождя не было, даже кормить приходилось стоя. Но если убегать от опасности, то с щенками далеко не получится убежать. В таком стрессе они прожили 2 месяца до заморозков. Ну и, конечно же, беда пришла и к ним. Щенков одной мамки забрали в ППЖ. Там они и погибли. А мамка металась долго, искала их, ждала, скулила. Девушка-волонтер забрала эту мамку на передержку, уже без щенков, чтобы унять ее боль. Она понимала, что и со второй мамкой произойдет то же самое. И пока щенков не забрала отлов, девушка успела их забрать. Хотя забирать было некуда. Везде собаки, мест нет, рассаживать было некуда. Ютились на клочке комнатки, порой в коридоре, где ранее был спасен щенок из ППЖ. И, видимо, он и заразил щенков, принесенных от этой мамки. Щенки заболели. Купленные мной прививки ранее не спасли. Энтерит скосил всех. И выжил только один щенок, любимчик мамки. Ее особая любовь к нему его и спасла. Капельницы, уколы, все как обычно. И вот в итоге закончился тяжелый период по рождению детей, выживанию в стрессе, 2 безумно ласковых мамок, 2 сестры с одинаковой судьбой. И дальше у них нет ничего, им негде жить. Там, где временно приютили, это передержка для спасенных из ППЖ. Пересидеть до самолета и быстро освобождать место для других собак, других кураторов. Места там занимать нельзя, иначе других не спасти. Друзья, вот на этих мамок откликнулась женщина, которой я о них рассказала. У нее свой дом с участком, хороший вольер, но мы должны оплатить дорогу и еще стерилизацию. Мы возьмемся за это спасение, ведь это еще целых 2 жизни будут спасены. Только вот щенка, любимчика мамки некуда. Может, кто готов приютить этого щенка? Люди, откликнитесь, чтобы вместе всех вывести разом. Пожалуйста, откликайтесь. Очень мало времени на решение и мало времени на сбор. На новую карту я открываю сбор на спасение нескольких жизней. Это Кора шоколадная, это Гриша, это 2 сестры и, возможно, щенок, если кто-то откликнется. Друзья, давайте соберем им на дорогу и на стерилизации.